столице Якутии прошла 5-я по счету социально-благотворительная акция «Путь к дому», направленная на выявление граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию и нуждающихся в помощи. Целью акции является выявление бездомных лиц, нуждающихся в реабилитации и социализации, в том числе создание социальной помощи для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, и возвращение бездомных людей в общество. А это помощь в восстановлении утраченных документов, психологическая и медицинская помощь, восстановление связи с родственниками, возвращение домой, либо же предоставление места временного проживания оставшимся без жилья. Акция инициирована Уполномоченным по правам человека Якутии и Министерством внутренних дел республики. Каждый человек ценен для общества, поэтому некоторые говорят, что это люди потеряны. Я лично считаю, что они не потеряны. Поэтому то, что есть сегодня проводится, это даже очень полезно и похвально и нужно. Мы все, когда вот даже круглые столы, какие-то совещания проводим, да, совместные, той же наркодиспансером, тем же психиатрией, все это мы делаем как бы теоретически. А тут сегодня, который мы сегодня вот, которая акция проводится, это практически, это реально мы проводим, и наши сотрудники реально контактируют с теми же сотрудниками наркодиспансера, тех же центра занятости. Это конкретно уже происходит такое знакомство, которое потом в будущем нашей работе очень помогает. Они работают для людей, чтобы их вернуть к жизни, чтобы они преступления, не дай бог, административное правонарушение не совершали, чтобы они той остановке, которая находится в городе, не были винтиками роста преступности. Вот все эти ситуации. Это чистая профилактика наяву, которая реально идет. В акции приняли участие представители землячеств улусов, которые беседовали со своими земляками для оказания им помощи в возвращении домой. Мы поддерживаем такую акцию. Главное, как-то людям надо, оказывается, помочь в любой ситуации, потому что они попали в трудную жизненную ситуацию, и нам всем независимо акция. От улусов, независимо, где ты живешь, в городе или там в улусе, надо поддержать своих, оказывается. Всем желающим было предоставлено горячее питание. За 7 часов акции обратилось 65 человек. Из них 53 граждана зарегистрировались и заполнили анкеты. Остальные 12 прошли медицинское обследование анонимно. По вопросам восстановления паспорта обратилось 7 человек. Также 7 человек обратилось за помощью в предоставлении временного жилья. 3 граждана были устроены в реабилитационный центр «Линия жизни». В отделение социальной адаптации ГБУ РСЯ «Терех» изъявили желание обратиться 4 человека. Мы с вами видим, что актуальность проведения социально-благотворительной акции, она не проходит. Она еще не проходит, потому что, к сожалению, есть такие факты, когда молодые люди уже оказались, как говорится, на дне этой жизни. У них есть определенные проблемы со здоровьем, выявляется туберкулез, выявляются венерические заболевания, отдельных наличие гепатита. И уже, собственно говоря, вот какая-то такая безнадежность и безысходность. Но вместе с тем мы видим уже факт обращения к нам. Это может свидетельствовать о том, что еще не все потеряно. Поэтому, конечно, на сегодня у многих возникают вопросы. А вы что, хотите только вот этими акциями решить такие сложные вопросы? На такой вопрос я бы хотела ответить следующим образом. Во-первых, акция сегодня дает очень серьезные сигналы компетентным органам власти, что есть проблемы, надо решать. То есть есть социально значимые заболевания, они никуда не уходят, их выявляемость ими становится больше. Сегодня работает у нас более 50 специалистов, из них около 15 это только врачи. И врачи констатируют то, что, к сожалению, если на предыдущих 3-4 акциях вот таких результатов не было, то уже предпоследняя, это 22 марта, и 4-я, вот сегодня 5-я акция, она, к сожалению, говорит о том, что среди такой группы граждан идет такое вот, скажем, серьезное заболевание. В ФЛГ есть 4 положительно выявленных, поэтому это уже
категория граждан специалисты, медики уже взяли на учет. Второе, по сифилису есть 8 фактов. Значит, им предложено госпитализироваться, пока идут отказы. Следующее – это гепатит Б и С. То есть на предыдущий, если мы период первой акции, значит, такую форму анализа не предусматривали, то со второй, когда начали уже принимать и анализы на наличие гепатита, мы видим то, что на каждой акции выявляемость все становится больше и больше. Поэтому эта ситуация достаточно тревожит, и мы говорим о сохранении, об охране здоровья как самих граждан, которые находятся, бездомных граждан, которые находятся действительно в трудной жизненной ситуации. И мы сегодня говорим о сохранении здоровья граждан, которые их окружают. Поэтому тут достаточно такая системная проблема выявляется. Центр СПИД Республики Саха-Якутия проверили 65 человек на выявление признаков ВИЧ-инфекции, гепатита Б и С и сифилиса, по результатам которых предварительно выявлены признаки заболевания ВИЧ. По итогам этой акции можно сказать, что у нас тоже 3 ВИЧ-инфицированных, причем двое из них вторичные, стоящие на учете, и 1 первичный. Это, конечно, вызывает большую настороженность, что эта ВИЧ-инфекция, она среди этой категории граждан, она, в общем-то, начинает распространяться. Кроме этого, как вы заметили, мы стали использовать различные тест-системы, экспресс-тесты, это комбинированные, которые, в общем-то, диагностируют такие инфекции, как ВИЧ и сифилис. Сегодня одновременно с лабораторией КВД мы проводим одновременно экспресс-тестирование и на сифилис. И наши результаты совпадают вообще с точностью 1 к 1 у них и у нас. На сегодняшний день у нас 8 случаев подозрения на сифилис. Флюорографию прошли 54 человека. Из них у 6 человек исследование показало положительный результат. Все граждане с положительным результатом анализов направлены на дальнейшее обследование. Врачом-наркологом принято 48 человек. Из них 3 направлены в стационарное лечение. Мы впервые в этой акции взяли мокроту. Группа риска – это у нас население, поэтому берем мокроту. На кислотоустойчивые микобактерии туберкулеза. Это первый заслон на туберкулезные палочки наши. Если выявляем изменения какие-то, мы им проводим профилактическое лечение, превентивное лечение, будем говорить так. Поэтому нужно всех обследовать, все окружение. Как он проявляется? Естественно, вы, наверное, все уже знаете симптомы. Это похудание, жалоба, утомляемость. Я говорю, все болезни у нас от стрессов. Поэтому нужно обязательно проходить флюорографическое обследование. Еще раз напоминаю, что ответственность за флюорографическое вообще обследование ложится на руководителей предприятий, а таких населения, как маргинальное, конечно, на общую нашу лечебную сеть. То есть их нужно выявлять активно, особенно те, которые не работают, которые живут в ветхих аварийных зданиях, в жилищах, будем говорить, и нужно их активно выявлять, переписывать и приглашать на флюорографическое обследование. Как сегодня мы проводим эту акцию флюорографическое обследование, так и активно выявлять по поликлиникам. По трудоустройству обратилось всего 26 человек. Всем даны консультации и предоставлены списки вакансий по желанным профессиям. Именно наш округ является таким самым востребованным. Большее количество народа, конечно, такого у нас находится. Конечно, что по состоянию, по состоянию гепатита, ВИЧ, заболевания. Но для себя какой-то мы вывод все равно делаем в любом случае. Нет, пьяных мало. И очень, кстати, общительные люди. Все рассказывают, кто-то рассказывает свою историю. И им очень... И главное, мы сегодня их кормили и всех благодарили. Все сказали спасибо большое, за то, что вы нам накрываете, с нами разговариваете, нас обслуживаете. Просто тут понимание друг друга идет. И никто не фыркает, не ругается. Автотранспорт и палатки были предоставлены Главным управлением МЧС России по Республике Саха-Якутия. Ведомство уделяет особое внимание к этой категории граждан.
поскольку граждане, попавшие в сложную жизненную ситуацию, являются для нас категорией риска непосредственной, да, в нашей профессиональной деятельности, поскольку зачастую виновником пожара или же загорания под домом либо в расселенных домах являются граждане данной категории. Соответственно, с ними необходимо работать, помогать им. С гражданами проведены беседы отцом Даниилом из Якутской епархии, к которому обратилось более 20 человек. Казалось бы, из общения с людьми, да, с помощью, казалось бы, небольшой, да, где-то покормить человека, сказать доброе слово, да, сделать документы. Но из этого рождается что? Тепло у человека рождается, и действительно рождается чувство. А кто знает, да все воля Божия. Даже, может быть, казалось бы, вот доброе слово, оно породит желание человека жить, измениться и стать социально выше, и он вернется опять к нам и будет такой же, как все. То есть не будет брошен, а будет с людьми. Проведение следующей 6-й акции запланировано в 3-м квартале 2019 года. Потому что система, которая могла бы работать комплексно и каждодневно, пока эта система, она только выстраивается. Допустим, на федеральном уровне, на уровне Совета по правам человека гражданскому обществу при президенте Российской Федерации ставится вопрос о принятии специальных программ, которые бы решали вопросы бездомных граждан. А мы сегодня речь ведем, допустим, на территории Республики Саха-Якутия о разработке законопроекта, который был бы направлен как раз вот на профилактику бродяжничества и попрошайничества. Поэтому выработка конкретных алгоритмов, механизмов взаимодействия, которые у нас есть по итогам акции, мы их дальше будем также представлять на сегодня правительство Республики Саха-Якутия и в адрес Государственного собрания Элтумен, а по конкретным вопросам уже будут вести отраслевые министерства. Проведение акции «Путь к дому» – проблема не только бездомных, но и горожан. А количество таких лиц растет из года в год. Возраст лиц без определенного места жительства при этом молодеет. Нередко преступления в нашей республике совершаются именно этой категорией граждан. Как правило, в состоянии алкогольного опьянения. А мер по противодействию данной проблемы, к сожалению, нет. Поэтому первым шагом к решению проблемы должен стать вытрезвитель или реабилитационный дом. В Государственную Думу уже внесен законопроект о восстановлении системы вытрезвителей. Документ могут принять до конца года. Тогда он начнет действовать с 2020 года. А до принятия закона работу межведомственной комиссии, которая практически создана благодаря акции «Путь к дому», надо усилить, применив новые методы работы на основе консолидации нашего общества. Если компетентные органы вам не оказали экстренную помощь, обращайтесь по телефону горячей линии уполномоченного по правам человека в Якутии 507-363 с 9:00 до 17 часов в рабочие дни.